В день 60-летия первого полета человека в космос в Доме культуры «Октябрь» Главное управление МВД России по Самарской области совместно с Общественным советом при областном главке для сотрудников органов внутренних дел, ветеранов, учащихся Самарского кадетского корпуса и курсантов лицея государственной службы и правоохранительных органов, жителей и гостей Самары организовала торжественную встречу с летчиком-космонавтом, героем России Михаилом Корниенко. Встреча началась с вокально-хореографической композиции «Флаг моего государства» в исполнении коллектива «Музыкальный центр Автоклуб». Затем ведущая программы, председатель Самарской областной организации «Союз журналистов России», заместитель председателя Общественного совета при областном главке Ирина Цветкова поздравила присутствующих с Днем космонавтики. Гагарин облетел вокруг Земли всего один раз. В полете он был 108 минут. Но именно Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Ирина Цветкова отметила, что Михаил Корниенко побывал в космосе дважды. Его налет составляет более 516 суток. Он участник 2 космических полетов, в том числе участник годовой экспедиции. Мало кто знает, что герой России – наш земляк. Он родился в Сызранском районе Самарской, а в те годы Куйбышевской области. С 1980 по 1986 годы работал в московской милиции, но в дальнейшем связал свою судьбу с космонавтикой. Я рад быть здесь, на родине, в наш общий великий международный праздник 60-летия, сегодня юбилей. Мы отмечаем полеты Юрия Алексеевича Гагарина. И тем более знаково, что я здесь, я с вами, я на родине. Мне очень приятно быть здесь, всегда приезжаю с большим удовольствием. Спасибо за приглашение. У каждого зрителя была уникальная возможность задать свои вопросы Михаилу Борисовичу. Вопросы поступали как с микрофонов, установленных в зале, так и через записки. Гостей интересовали самые разнообразные аспекты жизни и работы космонавта: взаимоотношения с коллегами по станции, любимая еда в полете, подготовка к выходу в открытый космос. Страшно ли работать в экстремальных условиях? Скажите, пожалуйста, насколько долго космонавты готовятся к выходу в открытый космос? Где-то недели 2. Вот так, как показывают в фантастических фильмах, что человек запрыгивает в скафандр и все, дверку открыл и пошел наружу. Вот сейчас, пока мы таких высот не достигнем, нужно достаточное время для подготовки. Ко взрослым присоединились также постоянные участники стримов Главного управления МВД России по Самарской области Миша и Гриша, задавшие немного наивные, детские, но трогательные вопросы герою России. А вы видели инопланетян? Ну, к сожалению, нет, не видел. Не потому, что мне запрещено об этом говорить, там, как многие считают, а потому что у меня просто мало возможностей, у любого космонавта мало возможностей увидеть инопланетян. Мы к иллюминатору подходим там 2 раза в сутки, 2-3 раза посмотреть на Землю. Ну, что там, много ли разглядишь? Вот. Но это не значит, что их нет. У меня глубокая убежденность, что внепланетный разум есть. Вот. Ну, просто мне не повезло. Кто-то видел на Земле, летчики очень много видят, да? Когда летит человек в межконтинентальный перелет, экипаж, у них обзор там 240 градусов, вот они 12 часов смотрят за окно, и гораздо легче им что-то увидеть, чем космонавту. Вот. Тем не менее, все считают, что космонавты они должны видеть инопланетян. После завершения беседы герой России Михаил Корниенко и председатель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Александр Шахов подвели итоги онлайн-викторины «Наш космос. Самара космическая». Победителей наградили дипломами и ценными подарками. Одна из победительниц, жительница города Самары Елена Кныр, на награждение пришла с сыном. Она рассказала, что повысила свой кругозор благодаря участию в викторине. Я учитель, то есть у нас очень много конкурсов, случайно наткнулась на нее в интернете и решили поучаствовать. Общие вопросы, конечно, мы с детьми уже и на классных часах везде обсуждали. А что касается наших земляков, это было открытие. После церемонии награждения Александр Шахов от жителей всей Самарской области поздравил Михаила Корниенко и весь отряд космонавтов с Днем космонавтики и вручил ценный памятный подарок от Общественного совета и областного главка полиции. Творческий подарок Михаилу
Борисовичу и всем зрителям со сцены подарили сотрудники органов внутренних дел, исполнив песню «Ты помни меня, земля», в которой поется о Самаре, Волге и космосе. Сотрудники пресс-службы областного главка подготовили на эту песню клип. Концертный номер стал красивым праздничным финальным аккордом. По окончании официальной части гости еще долго не отпускали Героя России, задавали вопросы и фотографировались с ним на память.